В сентябре 2012 года глава миссии ОБСЕ Антонио Милошевский направил мне, для моих родственников, поздравления с днем свадьбы, которое в руки мне вручено не было, тем не менее ему пришло извещение о том, что адресат его получил. Но меня эта ситуация заинтересовала, и я стал разбираться, где оно находится. Оказалось, что в секторе обслуживания корпоративных клиентов города Витебска оно присутствует, и мне было выдано по моему требованию через неделю после того, как оно туда поступило. Нет-лист — это особенный вид почтовых отправлений, стоит дорого, и тем не менее почтовые работники не потрудились над тем, чтобы гибридная почта с доставкой была адресату вручена. Я написал в книгу замечаний данного учреждения то, что думаю. Получил ответ с РУП Белпочта Витебский филиал от замдиректора Зинкевич. Отрицательный, деструктивный ответ. Но почему деструктивный? Потому что там каждое слово, по сути дела, показывало, что это покрывается безответственность, безалаберность работников. Я обратился с обжалованием этого ответа в вышестоящие органы, в республиканское управление РУП Белпочта, генеральному директору и параллельно к министру связи Республики Беларусь, от которых получил ответы конструктивного содержания, в особенности от министра Пантелея. Он признал допущенное нарушение, известил меня о сделанных выводах. В частности, эти выводы касались в том числе и руководящего состава РУП Белпочта. Были привлечены к материальной ответственности и приняты организационные меры иного плана. Но, не удовлетворившись этим окончательно, высоко, тем не менее, оценив действия министра, я в суде снизил в заявленном иске в суд я снизил моральный вред с 33 до 1 миллиона рублей и по закону о защите прав потребителей попытался добиться его возмещения. Сторона ответчика, а ответчик выступала именно РУП Белпочта, предложила закончить дело миром с добровольным возмещением вреда, морального вреда, в частности, в сумме 600 тысяч рублей. С этой суммы я согласился, и сегодня в суде Октябрьского района этот вопрос был окончательно разрешен. Вот те деньги, которые мне были переданы сегодня. Отказ от иска в судебном порядке оформлен, будет вынесено определение суда. Считаю, что таким вот образом, отстояв свои нарушенные права, я в том числе отстоял нормальным образом реноме страны и показал, что наша страна движется в направлении правового государства, где право каждого человека, каждого гражданина является наивысшей ценностью для государства и его структур.